Вот он, Евген Сергин выходит. Сам он родом из Мирного. Мирно это 800 километров, да? Да. Здесь все расстояния такие. Вчера тоже ездили с Виктором. Татский Улус. Татский Улус — это родина поэта, общественного деятеля Платона Алексеевича Агинского. Да, это известно очень многим. Я был, где вот прямо дом, где он родился, все вот это. На родине там вчера Виктор мост строил, открытие было. Вот вчера ездили тоже. Такие расстояния впечатляющие везде. Я был на открытии турнира в честь олимпийского призера Иванова Александра Николаевича, вот, который в городе Мирном был. Первый турнир там всероссийский состоялся. Вот там я познакомился и с отцом Миргюна Сергина. Вот. Хороший проход. Да. Взял ногу, надо доработать. Должен довести до конца. Так, защищается иранский спортсмен, Миргюн держит. Хорошо защищается. Надо зарабатывать. Есть 2 балла, молодец. Да, поднимает стойку. На кураже, на кураже. Да, на кураже, конечно, родные стены помогают. И публика гнать будет вперед, так что ему надо будет. В Осетии тоже есть много, таких полутяжей. Хорошая конкуренция для Сергина, поэтому опыт туда уехал. Опыт набирать так же, как и Максим Толмачев в Красноярском крае. Вот, выступает, набирается опыта. Тоже такой спокойный, сконцентрированный борец Миргюн Сергин. Будет бороться до последней секунды. А этот иранец не чемпион мира, который идет другой по молодежи? Ну вот объявили, вроде да, призер он. Да. Отыгрывается спортсмен из Ирана. Но Миргюн, я не думаю, что он функционально будет уступать иранскому борцу. Тем более дома, я думаю, будет хорошо дышать. Да, за счет тоже такой мотивации, поддержки от зала, я думаю, будет тоже напирать 30 секунд первого периода. Выталкивает за ковер, еще 1 балл. Да, расслабляться ни в коем случае нельзя, тем более в концовке периода. Уходит на перерыв. Я думаю, сейчас тренерский штаб должен дать напутствие, наставление, как-то проработать Миргюна на второй период. Все-таки со стороны тоже ошибки виднее. Хорошо начал и в конце все чуть раздал баллы. Последние 30-40 секунд. Сейчас ни в коем случае расслабляться нельзя, надо только набирать во втором периоде, чтобы принести победу республике, России. Тем более глава сидит, смотрит, болеет за него, я думаю, мотивации предостаточно. Виктор Лебедев также, я думаю, это мотиватор для многих молодых спортсменов. Вот. Пример.
Легкий отдает баллы, легкий, Шерлок. Легкий ранит. Надо начинать. Да, надо начинать борьбу. 5-2 уже у иранцев тяжело. Баллы отыгрываются. Поэтому раздавать ни в коем случае нельзя. Опять край ковра как подтягивает. 6-2 уже. Еще 2 балла. Вот про что ты и говорил, Денис, да, вот кто в атаке, они как-то даже больше сил. На самом деле я даже тоже этого не знал, такого момента. То, что если ты атакуешь, ну и привык к этому всегда атаковать, то что на защиту даже где-то больше сил уходит, да? Да, это уже как привычка. Да. Ты не замечаешь все время в атаке, это уже как привычка. Переживаешь, да, пытаешься блокировать вот эти атаки на напряжении все время. И из-за этого, наверное, устаешь больше. От защиты, когда борешься, 100% больше устаешь. Да. От защиты, да. Еще 2 балла. Просто, ну, все время вот иранский спортсмен, ну, мы видим, как по функционалу просел сильно. Как сильно просел Нургюн Сергин и как набирает только обороты иранский спортсмен. Ну, время еще есть. Да, время есть. Еще время есть, да. Может, если да, нет. 2 балла забирает, 10-2 и делает закат. Да, что-то. Да, техническая победа с разрывом в 10 баллов, 12-2. У Ирана вторая золотая медаль. Вторая, да, золотая медаль уже. 125 у нас Масуми Амиреза. И сейчас Фирискур Амир Хасейн.